Всем привет с реки Печора. 18 октября на календаре. Снега нет, льда нет. Прошлый год, в этом году было уже все намного интереснее. Уже и был лед, и продольники уплывали, все такое. Приехал в гости к Сереге половить живцов. Живцов поймали. И теперь проверяем. Вернее, наживляем продольники, но так, как Серега говорит, там немного было, да, дохлых живцов? Дохлые живцы были, так что есть надежда, что, может быть, что-нибудь да и клюнуло. Живой даже ёрш есть. И никто не попал. Тишина, да? В общем, я уж думал, в этом году рыбалки на продольнике не получится. Ну, так как поймали живцов, вот они живчики, ёршиков поймали, живцы есть. Я так думаю, продольники есть. Я так думаю, что поставим продольники и все-таки попробуем поймать наших северных печорских налимов. Где-то уже стоит лед, кто-то уже открылся, Костян вот уже на стук налима ловит. В Туруханске зима, минус 15 там было, я смотрел. В Якутии зима. Но у нас еще осень, и по прогнозам зимы не ожидается. Все, насадил всех уже? Два крючка только. Всего два крючка. По прогнозу ни у нас, ни в Воркуте до конца октября минуса не ожидается. Так что когда будет первый лед, одному богу известно. Я так думаю, не раньше ноября. Прошлый год, в этом году в середине 15 вроде бы уже шуга конкретно шла, у меня продольники аж полносило. Потом немножко потеплело, и прошлый год мы налима половили. Налим был довольно так крупный. Посмотрим, что получится у нас в этом году. Пока мы только наблюдаем, пока сами не ловим, пока наблюдаем, как это происходит у Сереги. Но тоже, Серега говорит, живцов не было. Наловил небольшой запас. С одним поделился, с другим поделился. Где-то что-то уплыло, говорит, дно садка отвалилось, говорит, уплыли ерши. Где-то что-то подохло. И все, живцы кончились, и без живцов вчера. А вчера был налим, да, здесь один? Да. Один налимчик был, говорит, килограмма на 2. А так порыбачил, сколько? Штук 6 налимов поймал и щуку уже, да, за осень? Да. А, две щуки здесь попадало. Две щуки. Ну, одна-то 4 килограмма, другая двушка, наверное. Что? Тут живцы мертвые. Тишина не дергает, да? Что-то есть же, нет? А, натянуло просто. Живой же. Ну, съедобный, так сказать. Что, оставить его? Ну, смотри сам. Живцы есть, можешь менять. Все равно он долго не проживет уже. Уже поплыл. Говорили сейчас с товарищем. Женька вот говорит, поймал тоже 2 налимов, живцов не было. На нарезку. Нарезал язя или плотвичек, он сказал. Поставил на нарезку. Один день один, второй день. Поставил всего 2 продольника. 2 налима поймал. Так что налим на Печоре есть. Вода в этом году маленькая. Дождей не было уже больше месяца. Упала ниже плинтуса. Где-то уже с июля месяца вот такая вот мелкая вода. И она продолжает падать, падать, падать и падать. Межень, так сказать. В это время уже весенняя вода обычно бывает, половодье. А тут вода маленькая и не думает даже прибывать. От чего она прибудет, если ни дождей, ни снега, ничего нет. Как-то вот так. Пока у нас грустная проверочка. Хотя вот даже живые, полуживые ерши тоже были. Видать, местного Серега уже всего переловил. Надо места менять тоже. Вот я тоже думаю, где-то здесь поблизости на этих местах поставить или на тех местах, где прошлый год ловить. Пока еще в раздумьях. Самое главное, что поймали живцов и есть на что рыбачить. Подходим к третьему продольнику. У тебя везде по 2 крючка, да? 2-3. Ну, это с молочной бутылкой, это по-любому тут налим есть. Молоко-то, наверное, любит.
А то все пиво, пиво. Я помнишь, какой-то год зацепился крючком за палец. Позапрошлый год, да. Кровище как от налима. Именно на этот продольник налим попался. Ну я видео смотрю, ты с Сашей там был. А, Ты мне потом видео отправлял. Саня снимал. запутано что-то все. Что-то было. Кто-то за молоком приходил. Ну нету. Нету, да? Ладненько, третий продольник пустой, пока выключаемся. Так. Еще к одному продольнике подплыли. Есть натяжка, да? Нет? Нету. И здесь пусто. А так смотришь, вроде натянуло или что там? Грязи много нет, потому что это когда вода прибывает, грязи до хренища, а так пока нормально. Утки северные в этом году так и не было. Ждем все-таки прилета, перелета, но пока тишина. Ни синьги, ни турпанов, ничего такого не было. Серая улетела, тундровая не прилетела. Прошлый год она где-то числа 24-го тоже последние уже партии пошли, но до этого она тоже шла. В этом году местная ушла, перелетной пока так и не было. Да, квасить пришел. О, есть натяжка, да? Не. Это? Ну, блин. Точно уже местный весь кончился. А приходных нету, потому что вода маленькая. Ерши дохлые были из-за этого. Так есть же пару живых-то все равно. Не хотят. Где какой налим этот ерш? Ёрш. И живой, видишь? Так, ну а дальше смысла продолжать съемку уже не вижу, потому что Серега сказал, прошлую проверку у него живцы кончились, и на этих двух даже ни одного живца нет. Если кто-то не забагрился. Вот. Как-то вот так вот происходит рыбалка на продольнике налима, и как-то так вот, пока не густо, не густо. Но рыба была. Серега здесь вчера еще поймал налима, и 2 щуки большие поймал, и 6 налимов уже. Сегодня закинем продольники и мы. Ну и дальше посмотрим, как нам повезет. Закинем в другом месте. На свежем месте надо кинуть. На новом месте, да, закинем. Там, где мы рыбачили позапрошлый год. Позапрошлый год ловили рыбу. Потом поднялся сильный северный ветер, большая волна, сопровождаемая дождями. Резкий скачок воды больше метра за ночь. И невозможность выйти поднять продольники. Вон же говоришь, есть ерши, что ты говоришь, нет? Ну, дохлые. Он шевелится, так что возможно и Как будет. шевелится? Первый шевелится. Так что. О, прикинь. Че? Крючок пустой. Так что ловили мы там и по 2 налима на один продольник, и щука с налимом были. Попробуем поставить. Те продольники, наверное, уже все. Хотя, если бутылки оборвало, а не унесло льдом, то чисто теоретически возможно, что можем зацепить там. Камни-то навряд ли засыпало, наверное, да? На камнях-то. Хотя бы груза найти. Груза так и остались на дне лежать. Сгинули они тогда в ту осень, все продольники, а прошлый год я ловил на другом месте. Посмотрим. Ладненько, друзья, все. Пока все.
как поставлю свои продольники, увидимся на нашей проверке. Уже наших продольников. Серега завтра уже сворачивается домой, да? Сезон закрывает. Или еще будешь рыбачить? Открытый уже нет. Ну, никогда не говори нет. Гоп, да? Да. С такой осенью тем более. Может, до декабря будет Печора открыта. Я помню, как-то 10 декабря еще тесть у меня не водил. Правда, рыба плохо ловилась, а река в тот год стала 25 декабря. Это было, если мне память не изменяет, что-то 2004 год, наверное. Что-то такое было. Так что, скорее всего, в эту осень, наверное, все рекорды побьют по ледоставу. Вода маленькая и тепло. Но, Господи, благословен Брут. Медуна через даст. Блин, веревка сегодня колом стоит. Жесткий минус. Ну что, друзья, товарищи, доброго всем утра. Хотя утро сегодня, ну, не совсем доброе, скажем так. Выехали с утра с Серегой в надежде, что прилетела все-таки утка, черная синька. Ни утки, ни черной, ни серой, ни турпанов. В общем, уток нет от слова совсем. Одна единственная утка была, крякла вроде бы, и все. Перелет уток мне начался 20 число, да, сегодня уже? Да. 20 число. Начинаем проверку продольников. В надежде на налима, на щуку, потому что все было наживлено свежими живцами. Но первый продольник, походу, пустой, да? Все так же, как и вчера. Так, Чеславок, бараня куда бы дома? И живцы целые, да? А этот живой крючок. Все, да. Так, прилипнет еще к лодке. На улице минус. Этот что, менять? Лольяка. Оставим. Может быть, на следующем что-нибудь посмотрим. Белую бутылку, но не видать. А у меня все белые я вчера поставил, так что трудно будет их найти. Но постараемся. Вчера поставил я, сколько? 7, 8, да, говорю? 8 продольников поставил. Так что на новом месте тоже надежда как бы есть, но до туда еще надо доехать. Пока проверяем здесь. Предположительно, что здесь уже Серега всего налима поймал. Поначалу, говорит, поклевки были, сейчас их нет. Под мотор. Нет натяжки, да? Тоже пусто. Ну, совсем не доброе утро, совсем. Ватинку я вайт прямо. Катча на котка ще дома был. Что-то уже сомнения, натяжки. Ни натяжки, ни наташки. Пустая, да? Катча бараня куда бы дома. Раз. Ну давай сюда. Не налима, так щуку. А этот ловился и налим щука уже. Четвертый же, да? Четвертый, да. Раз, зеро. Ну,
Совсем не весело. Одного живца съели, да? Съели и улетели. Местный налим кончился. Местный кончился налим, а подъемного нету. Вода мелкая, не прибывает. Сейчас вся надежда только на новом месте. 8 продольников, то, что вчера закинул. О, натяжка есть, да? Нету. Нету? Блин. А так хотелось, чтобы она была. Так смотришь, вроде бы натянута. И все живцы целые. Барабука. Это тоже пусто, да? А? Нет, тут то не сорвался. Что-то было, да? Ну, что-то натяжка была какая-то. Эска щипды. Ну, может быть, да. Барабука. Последний продольник на первом участке. Пока в лодке налима не видать. Ну, напоследок хотя бы давай трешечку. Видишь, как налим дергает, даже, блин, бутылку с рук вырывает. Да, тоже нету. И здесь никого. Не судьба. На первом участке налима нет. Несколько живцов, ну, может быть, на 3 продольниках, наверное, живцы, пару штук было погрызано, и все. Налима нет. Прокатились с ветерком. Приятного мало, скажу вам. Не знаю, как я зимой езжу. Я зимой, кажется, меньше одеваюсь при температуре, скажем, минус 20 градусов, чем и меньше мерзну, чем сейчас при минус 1. Подъехали на второй участок. Здесь у нас 3 продольника. По 2 крючка, наверное, на каждом, да, где-то? Не знаю. Если честно, уже надежды мало, блин. С каждым разом. Сейчас, ладно, вчера ты говоришь, вот живцы дохлые были, местами не было. Вчера все наживили свеженькими живчиками. И нифига. И нифига. Не для меня. О, маленький попался. Дрищ-пакет. Ну. Или мы его А, оставили? ну да, вчера мы его оставили для живца. Пусть болтается. На трофейного или на щуку. Дергает, да. Как бы в руку не Хужана какая. Крым вроде бы, да? Бойко КНК. А сегодня что, какой день-то недели? Понедельник, на автобус повезли. А, наверное, да. Рейсовые. Есть натяжка, да? Нет? Нету. Нету. И тут нету. Ах, по Печоре да по реке пароход несется. Последний, 3-й продольник на втором Серегином участке. Или здесь, или нигде. Здесь только тина болот. Пришел продольник с тиной речною. Вроде вода не прибывает, а
Там камни, песочек, тут коряги. На всех местах уже поставили, а нету. И тут пусто, да? Не, нет. Ну все. Опять пусто. Второй день подряд. Ну теперь точно вся надежда на новый участок, который я вчера поставил. Сколько? 7 или 8 продольников, не помню. 8 вроде бы. Только там. Поехали туда. Посмотрим. По крайней мере, позапрошлый год тот участок кормил неплохо. Есть фильмы, а там даже красивые кадры обалденные. Налимы, щуки. Дай бог, и в этом году будет так же. Ну ладно, одну вытащи налима, да потом следующее я проверю. О, веревка скрутилась аж как. Тоже тина морская, да? Ну, этот, Господи благословен, дай нам рыбки. Ну, не уплывает даже кино. Тут песочек где-то, наверное, продольника на 3-4, а там дальше камни уже идут. Новое место. Никого? Может, я несчастливый? Следующий продольник ты будешь проверять. Может быть. Не знаю, посмотрим. Нету, да, натяжки? Видишь, чередовал я где-то плотву, где-то ерша. Плотва умерла. Вторая тоже последняя. Ну, попробуем теперь сами проверять. Серега будет снимать. Подай ведро поближе, а? Так можно было снимать, ой, рыбачить где-нибудь в луже какой-то. На катке, да? Да. А зимой поймаю, если сейчас не улица. Нет, ну, блин, ну не может быть такого, чтобы рыба перестала жрать, блин. Так, ну чё, попробуем и мы. Вспомним молодость, так сказать. Ну вот, а на браконину жабуша дома. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Тут натяжки даже течения нету. Пусто. И у меня пусто. Привык уже на Меркурии кнопку нажимать на румпеле. Ну-с. Что здесь скажет? У них Великий пост, наверное, начался. Не хотят кушать. Здесь живца одного нет. 3 крючка здесь, видишь? 2 живцов нет. Что-то кто-то был. Попадался и ушел. Ну да. Опа. О, котка кыпа дома. Кто-то был, видишь? Продольник Здесь перекрученный. Что-то было. Что-то крутилось и ушло. Что-то было и ушло. Правильно Женька говорит. Вечером надо было проверять. Вечером только поставила вчера, да? О, не понял, это что? Налим? Ну-ка, крючок. Вот тебе ушло. Вот и первый налимчик. Я говорю, что-то было и ушло. Поддольник закрученный, даже не ожидал, а что-то это небольшой, но вот Янцкаден
Первенец. Ну да. Наконец-то. Тихо, тихо будь. Тихо будь. Хорошо попал. Наш был. Открой личико. Гюльчатай. Господи, помилуй. Блин, еле пасть разжал. Руки еще замерзли. Полторашечка. Смотри, дырявый. Из-под остроги, видишь? Ага, кто-то попадал. Вон, острога. Раз, два, две дырочки. Вон, видите, да? Следы от остроги. Он живучий какой, а? Не в этот раз. На этот раз ему повезло немножко меньше. Ну, ты сейчас в воду не упадешь. Да. С ведра, если не выпрыгнет. Вот. Первый есть. Так. Обнадежил налимчик, обнадежил. Настроение хоть поднялось. А то мы думали, все. О, то же самое. То же самое. Что-то тоже перепутанный продольник. Кто-то, значит, здесь был. Поднял продольник, перекрутил. Весь продольник перекрученный. Накрутил тут, навертел. И на этот раз ушел. На этот раз налиму повезло больше. Или кому там. Щуке. Я так думаю, налим бы так, наверное, не крутил. Это щуки, наверное. Ну да. Сейчас пусто. Плотву вижу, мелко тоже здесь. Тоже мелко, это туда надо кидать. Слишком мелко здесь, походу. Вон, своих живцов даже вижу. Здесь уже камни. Здесь уже камушки. И мелко, 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 мелко. Очень мелко. Наверное, здесь рыбы нет. На такой мели слишком мелко. Нет, было, что-то было даже, получается. Продольник унесло вверх или нет. Или просто об камни зацепился. Двойник, наверное. Не, живцы все целые, мелко. Здесь пусто. Так, предпоследний продольник. Тоже мелко, тоже камни. Эти Тоже закручен. это новый продольник вообще. Я его вчера кидал, когда делал. Что-то вроде даже натяжка, что ли. Или под мотором. Что-то вроде даже натяжка. Или что это, непонятно. На дне продольник, что-то не пойму. Ну да. Все запутано. И что-то походу идет. Бляха. Что-то идет. О, щука. Ответ. Так. Вот она, красотка. Вот Янцкадан. Вот это колбасятина, я понимаю. Вот это красота. Янцкадан. Наша Маша. Красотка. Наша Маша. О. Вот Янцкадан. Золотая утка. Красоточка моя. 57 секунд.
Вот, когда наш затрясло. Четверка-то тоже, наверное, есть, блядь. Ну, около того, наверное, да. Хорошенький. А у вас покрупнее чуть было, вроде бы. Нет? Говорит, такая же. Так, а как сейчас? Как сейчас ее выцеплять? Крючок-то рядом. Ладно, отцепляем. Вон. Вот до таких моментов и стоит ставить продольники и морозить руки. Это здорово. Вот и крайний продольничек наш. Муха не сидела еще тоже на нем. Новый, прямо вчера сделанный, на месте. Время было до темноты. Успел 2 новых продольника сделать. Тоже камушки. Тоже камушки. Натяжки не видать. Продольник на дне. О, нет. Что-то, или что это, не понял. Что-то вроде бы есть натяжка. Есть натяжка, есть там рыб. Есть, что-то идет там. Вот показался килограмм. Налимчик. Вот когда на дне лежал, спрятался, затихарился. Вот еще один цапливчик. Янцикаден где-то там есть. Где-то там есть. Стоять. Хороший. Вот такой вот налимяка на килограммчик. Янцикаден. Вдруг, товарищ, тебе тоже придется, наверное. На лиму щуки хребет ломают, вниз нагибают, а на лиму, чтобы ломать, вот так вот назад загибаешь, и все. Иначе пасть ему не открыть. Кусаются они тоже, мама, не горюй. Так. Где ты? Заглотил по самой не балуй. Наш был 100%. Одинарные это проще цеплять, двойники-то немножко посложнее. Вот. Как-то вот так. Вот такой вот улов. 2 налимчика и 1 щука красавица. Ну вот, друзья, на этой приятной ноте заканчиваем. Я уже думал, впустую все. Сначала было пустым, но под конец вы сами все видели. Без труда не вынуть рыбку из пруда. На этот раз у нас получилось ее вытащить. 2 налимчика и щука. Здорово. И это еще не конец. Продольники наживляем. Вижу. Продольники наживляем. И завтра или послезавтра, как получится, будет у нас еще одна проверочка. До подъема резкого скачка воды, пожалуй, и до морозов, до льдов мы будем ловить налима, щуку на продольнике. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Пока-пока.